Я могу сказать, что с православными татарами лично, да, я знаком еще со школьной скамьи. В моем классе учились девушки, две сестренки, которые были православными татарами. То есть они были из семьи, где мама была православная татарка, а папа мусульманин. Ну, тоже татарин. И я вот тогда уже за этим внимательно следил, за их поведением. Все, я видел поведение людей интернационалистов. И вот мне кажется, что этот момент всегда имеет до сих пор большое значение. И тогда это имело значение, что они жили не в мононациональной республике. Может быть, даже по этой причине, приняв православие еще гораздо раньше, да, вот, их родители, встретившись, оказались, что вот отец мусульманин, а мама православная татарка. Вот. И они находили общий язык. Почему это происходило? Почему именно православные татары? Я не могу сказать, плохо это или хорошо. Я считаю, что вера, она общая, она всеобщая. Наверное, конечно, если человек придерживается определенных канонов веры, да, то, конечно, бывает обидно, когда кто-то другой, ну, чуть-чуть иначе размышляет, рассуждает. Но надо принимать людей такими, какие они есть. Если татарам ближе именно православие, значит, это нормально. Но это не значит, что нужно всех уговаривать идти в православие, что было бы неправильно. Или наоборот, из православия, коли уж они такими стали, идти к мусульманству. Главное найти общий знаменатель. А общий знаменатель – это вера, это любовь к ценностям, ну, семейным, национальным, религиозным и общечеловеческим. И вот если она есть и у православных татар, и у татар-мусульман, то это абсолютно нормально. И то, что православные... И вот чем они отличались, знаю, что вот Фаим Юсупович, папа этих девочек, да, он ходил в мечеть. В Узбекистане мечеть можно было пойти спокойно, да. А русской церкви православной не было. И, соответственно, его супруга справляла религиозные свои интересы, да, соблюдала какие-то вещи, находясь дома. Но это не мешало им жить в мире и в понимании, и в согласии. Сейчас, может быть, где-то даже иначе. Я не думаю, что очень много храмов православных, хотя есть, да, в Татарии, все-таки больше мусульманские храмы, да, вот. Но в то же время в России, и об этом тоже говорится, на остальной части территории России, конечно, больше православных храмов. И, конечно, православные татары имеют, может быть, даже какие-то преимущества, возможности больше справлять свои религиозный культ. Для меня важна не национальность и не религиозная принадлежность, а душа. И вот душа, независимо от того, православный человек или мусульманин, это зависит от человеческих качеств. Вот это важно. Здравствуйте, меня зовут Максим Марков, моя супруга Анна Маркова. Мы члены Союза православных татар Москвы. Всех поздравляем с праздником. Сегодня День всех святых, поэтому у всех сегодня именины, и мы всех поздравляем с этим прекрасным праздником и всех поздравляем с именинами. Что касается самого феномена православных татар, хотелось бы сказать, что православие абсолютно для татар органично. Вот я сам являюсь потомком татарских князей, рода потомков татарских князей Кобяковых. Они пришли на Русь еще во времена Ивана Калиты с Казани через Рязань и пошли на службу московским князьям и связали свой род, свою судьбу с Московской Русью. Тогда еще не было Московского царства, тогда было Великое княжество Московское. Впоследствии с Московским царством и Российской империей. И, конечно же, они, поскольку служили великим князьям московским, они приняли православие и были православными людьми, все их из поколения в поколение. Точно так же мы знаем много других примеров татар, исповедующих православие, исторически в Российской империи, либо во времена советские времена, либо сейчас во времена Российской Федерации. И это все абсолютно для нас естественно, потому что многие предки
православных татар были именно православными. И хотелось бы напомнить, что на территории Золотой Орды, нашего общего такого отечества древнего, находилась целая православная митрополия, которую возглавлял митрополит Царский и Подонский. Находилась она не в Москве, а находилась она в Золотой Орде. Была ее столица православная. Там находились православные храмы, жило много православных людей. Кто-то жил добровольно, кто-то, к сожалению, не добровольно. Вот. Кто-то служил за деньги, кто-то попал в плен, кто-то был там мастеровым. Вот. Но мы знаем, что митрополиты, православные епископы, священники туда ездили. В том числе наш великий православный святой митрополит Московский и всея Руси Алексий. Для него нахождение в Орде не было никакой проблемой. Кроме того, в Москве почти что сейчас в центре, тогда на окраине находилось Крутицкое подворье митрополитов Крутицких, а до этого царских и подонских. То есть у них здесь была одна своя ставка в Москве, когда они приезжали к патриарху или митрополиту Московскому, а другая находилась в Золотой Орде. И хотелось бы напомнить, что когда была смута, смутное время, и поляки сидели в Кремле, и московские бояре предали и царя, и Русь, и православную веру, перейдя на службу католическому цесаревичу Владиславу в надежде, что он станет потом московским царем и объединит католическую Польшу и православное Московское царство, и потом со временем это все приведет к принятию Руси католичества. Именно православные татары и другие народы Поволжья, которые приняли православие во времена Ивана Васильевича Грозного, который вместе со многими православными татарами, в том числе с татарами мещерскими, с татарами касимовскими, освободил Казань от крымских оккупантов, потому что ханы, которых прогнали из Казани Иван Грозный вместе со своим войском, они не были природными татарскими ханами, они были ханами крымскими и пришли и захватили Казанский стол. Так вот, именно татары Поволжья, чуваши, мордва, черемисы поддержали русское ополчение на Минина и Пожарского и пошли и вместе освободили православную Москву. То есть, если бы они находились тогда под каким-то жестким гнетом или оккупацией, как сейчас это некоторые говорят, то, конечно же, они вместо того, чтобы помогать своим православным соотечественникам, они пошли бы, конечно, поддержали польского королевича и окончательно бы уничтожили Московское царство и, возможно, бы добились бы обратного какой-то автономии или независимости для Казани, но нет вместо и Астрахани, но нет вместо этого они пошли поддержали именно Козьму Минина и князя Пожарского. Ополчение было православным, и несли они икону Казанскую во главе ополчения, освободили Москву. Поэтому я считаю, что такой феномен православных татар феноменом не является. Это именно православие органичная составляющая для татарского народа. Поэтому нужно просто жить, радоваться и уважать веру и жизнь своих собратьев, русских, татар, чувашей, мордвы и прочих других наших народов, нашего многорелигиозного, многонационального государства, и постараться приносить ему пользу. Мой папа чистокровный татарин, Герахмедов Наиль Нуриевич. И у него много родственников по всему Татарстану. Есть в Казани, есть в Рантамаке, в Нурлате и в Перми. И по поводу татарской крови, то, что я очень рада, то, что у меня во мне кипит татарская кровь, то, что я хотя бы понимаю значимость, да, татар в Москве. По поводу православия, вот я скажу, что моя тетя, она, чистокровная татарка, она крестилась. И потом могу сказать, что по поводу Ирины, это сводная сестра моя по отцу, она тоже напала татарка, но она тоже православная. Я просто долго думала, долго решала, православие или там мусульманство, или там ислам, я не знаю. Долго решала, думала, но все-таки выбрала православие, потому что мне ближе как-то православие. Вот, и я рада. Вот и сейчас у нас дружная православная семья. Дочь наша тоже крещена в честь святой Василисы Никопендийской. Вот, мы посещаем один из московских храмов, да, исповедуемся, причащаемся, принимаем участие в таинствах. Вот.
Так что всех поздравляем с праздником. Да. Желаем всего самого От семьи Марковых. Да.